Коллегалар. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем пресс-конференцию, посвященную Тифло-концерту под названием «Я вижу сердцем. Моя Якутия». И сегодня наши спикеры. Гелисата Тавкиловна Закирова, тифлокомментатор, организатор инклюзивных программ для незрячих. Также Татьяна Николаевна Чаранская, директор Государственного театра эстрады Республики Саха-Якутии имени Платонова. Мария Николаевна Герасимова, художественный руководитель, автор проекта. Также Наталья Викторовна Стручкова, главный хормейстер театра, и Лейсан Фаизовна Алексеева, руководитель литературно-драматической части театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева. Гульсата Тавкиловна, первой предоставляем слово вам как организатору инклюзивных программ. Как так получилось, что такой оригинальный концерт с составом из Якутии впервые показывает Тифло-концерт именно в Казани? Xayrlı kun, татарча битейм. Эйе тотырши кетсеңиз була. Xayrlı kun, барыгызга дагы безнең иртәгә сагат 11дә Кариев театрында форсаттан файдаланып чакырып калам. Шундый күңелле чара, тифло-концерт булачак. Моның оештыруга килгәндә, без Якутиядан коллегалар белән күптәннән теләктәшлек алып барабыз. Менә мин узган ел Якутияга барып кайттым һәм шушы тәҗрибә белән Якутиядә танышып кайтканнан соң, шундый тифло-концертлар бу гомумән безнең республика өчен, Якутия өчен дәген, гомумән Россиядә яңа юнәлеш. И шуңа күрә менә шушы юнәлешне безнең культура өлкәсендә, мәдәният өлкәсендә эшләүче коллегаларыбызга, шулай ук безнең күрмәүче тамашачыларыбызга шушы юнәлешне, шушы чараны күрсәтәсе, алып килгән теләк күптәннән бар иде инде күңелдә. Ләкин бит инде безнең барлык якларда матди кайтып кала. Ә менә хәзерге бүгенге көннәрдә Казанда Нәүрүз фестивале уза. Безнең коллегаларыбыз Нәүрүзгә килү форсатыннан файдаланып, менә шундый гына безнең күңелле чара килеп чыкты. Кариев театры безне күтәреп алды бу идеяны. Гомумән Кариев театры һәр вакыт без алар белән теләктәшлектә алып барабыз бу юнәлештәге эшне. Мин менә шулай иртәгә чакырып калам. Әле сораулар булыр, сөйләрбез. Безнең бу чараның инде үзенчәлекләре турында, аның программасы турында безнең кунакларыбыз сөйләшсә, яхшырак булыр дип уйлыйм мин. Рахмат сезгә. Татьяна Николаевна, расскажите, пожалуйста, насколько нам известно, Государственный театр эстрады имени Платонова на сегодняшний день один из первых театров, кто действительно ставит огромное количество инклюзивных проектов. Когда вы начали этим заниматься? Какой опыт у Республики Саха? Всем здравствуйте. Так, впервые, значит, Мария Николаевна с такой идеей подошла ко мне в 2019 году, перед праздниками 9 мая, да, и предложила ко Дню Победы поставить тифло-спектакль «Это не только их война». Причем с участием, естественно, при участии с библиотекой слепых, и конкретно с участием самих же незрячих и ребят. Вот они вместе с нашими артистами показали такой тифло-концерт. Причем с ощущением всего того, что давалось в этом спектакле, ощущением и прощания, когда они прощались с родной своей, с родиной, с родителями, да, ощущением, осязанием запаха дома, бабушки, мамы, там, да, даже запах природы, травы, пение там птичек, да. И эта же война же началась в 42 году, это было же, летом, в 41-го, что, простите. 22 июня 41 года. Да. И, естественно, тогда лето только начиналось у нас в Якутии, причем во время Исеха это началось праздника. И, естественно, было прощаться очень тяжело. И все это
вот эти ощущения Мария Николаевна вот вместе с незрячими, с нашими артистами через пение, через осязание передали зрителям. А как? Вот вы рассказываете, просто зрячим очень сложно понять, как это происходит А всем в рамках спектакля. раздается, вы знаете, я сама тогда побывала, я одела вот эту повязку черного цвета, и просто расслабляешься, ты только слышишь, ощущаешь, это тактильное, также обоняние работает, да, и когда полностью погружаешься в это дело, ты действительно начинаешь чувствовать ту, наверное, боль людей, которые не видят, да. Но в то же время это очень такое странное ощущение, такое ощущение, что настолько ты близко к себе подпускаешь все, что ты слышишь и все, что ты чувствуешь. Там органы чувств очень хорошо начинают работать, нежели когда вот в полноценном виде, допустим, человек видит, чувствует и так далее. Там чувствительность действительно уменьшается, видимо, так и есть. Вот. Ну, в общем, это началось в 2019 году, потом дальше этот проект нам очень понравился, и, естественно, стали продолжать, и Мария Николаевна дальше продолжила уже с тифлоконцертом, названия меняются, программа меняется, тема меняется, но в этом плане мы работаем очень тесно с библиотекой слепых. Вот. А еще хочу сказать, что вообще вот пока вот вы выступали, да, оказывается, мы не только с тифлоконцертами и спектаклями связаны, да мы этим летом, вот буквально 13 июля, сейчас у нас подготовка всю год идет, будем делать именно театр эстрады, будет делать открытие и закрытие спартакиады по адаптивным видам спорта, который пройдет в Амгинском улусе в селе Амга. Это тоже стадионное будет мероприятие. И мы написали специальный гимн по адаптивным видам спорта. Да? И этот гимн мы сейчас готовим с комментированием, вот, с сурдопереводом этой песни. Причем там готовится целое поле, выйдет, и будем переводить эту песню. Я думаю, что это тоже очень будет как бы интересно в плане того, что, оказывается, вот сейчас только до меня дошло, что театр эстрады у нас, оказывается, полностью занимается, поддерживает людей Людей с с образом, неограниченными возможностями. возможностями, да. Спасибо вам большое, Татьяна Николаевна. Мгм. Мария Николаевна, как автор проекта, расскажите, пожалуйста, что ждет в программе и каково это? Вот мы пока сидели перед пресс-конференцией, разговаривали, сказали, что через слух, обоняние, тактильное ощущение, осязание зрячие смогут себя немножечко почувствовать и таким образом почувствовать Якутию. Что будет в программе, сколько это длится по времени и что непосредственно зрители смогут услышать. Исәнмесез, кандидаттар. Вообще наш театр бережно относится к своим традициям, к якутского народа. Мы бережем их, чтим их. И, конечно, понимаем, что мы можем передавать, что наше искусство, располагая особыми средствами воздействия, может и должно вносить свой вклад в сохранение традиций, сохранение языка. Ну и мы тесно содействуем с другими учреждениями культуры. И библиотека для слепых – это один из наших друзей в Якутии. Да? И когда сотрудники библиотеки для слепых предложили нам выпустить такой спектакль, я сразу согласилась, потому что это для нас очень новое движение, новый жанр в театральном искусстве. Вообще идея изначально принадлежала сотрудникам библиотеки. Они делают очень много таких инклюзивных проектов, и мне очень понравилось, что именно такой тифло-спектакль они предложили нам осуществить. Ну, и они, и мы, и для них, и для нас это был совершенно новый жанр, и мы не знали, как к нему подойти, к этому жанру. Да? Ну и совместными усилиями мы продумывали каждый
каждое действие в этом спектакле, вот в первом спектакле, да, который называется «Это не только их война». И тема войны очень такая сложная на самом деле для тифлоспектакля. Зритель должен почувствовать себя в гуще событий, должен почувствовать себя так, как будто он находится на поле битвы, скажем так. И вот мы старались сделать все так, чтобы они почувствовали на самом деле. Когда взрывы происходят, мы запахами вот этих, как они называют, пистонов, да, пороха, да, ага, когда приезжают танки, запах солярки. И вот Татьяна Николаевна рассказала, что когда их провожали оладушками, запах оладушек, прямо оладушки жарили прямо в зале, и запах-то ходил, и люди спрашивали, а как вы сделали этот запах? Так прям они почувствовали себя дома. Ну, оладушки для нас, для нашего народа, на самом деле, это своеобразный ключ ко всему. Когда должно произойти какое-то событие, мы обязательно жарим оладушки, кормим духов огня, кормим духов дома, чтобы они благословили это событие, чтобы это обязательно получилось. Когда муж уезжает на охоту, мы жарим оладушки, чтобы дух охоты Баянай был благосклонен к мужьям нашим. И, конечно, провожая солдат, люди тоже жарили оладушки, их матери, бабушки, провожая своих детей, сыновей, внуков, тоже жарили оладушки с надеждой, что они вернутся живыми. И когда шла сцена битвы, между рядами бегали в кирзовых грубых сапогах артисты, касаясь шинелями зрителей, когда происходили взрывы, выстрелы, солдаты падали рядом со зрителем. И для зрителей это была, конечно, своеобразная такая психологическая встряска на самом деле. Но это был действительно инклюзивный спектакль, потому что, как сказала Татьяна Николаевна, здесь участвовали инвалиды по зрению, незрячие. 5 актеров у нас было, очень замечательные ребята. Пользуясь случаем, я хочу сказать огромное спасибо нашим артистам, которые участвовали в этом спектакле. И после этого спектакля мне было чуть-чуть страшно на самом деле, потому что этот проект, он должен на самом деле успокаивать человека. А мы в этом спектакле не успокоили, а чуточку, наверное, взбудоражили зрителя. Да? И спектакль длится не больше часа, потому что, да, действительно, на самом деле долго сидеть с повязкой на глазах, это для человека здорового как-то некомфортно, да? И поэтому такие мероприятия от 40 минут до часа длятся. И что я хочу еще сказать? Про завтрашний концерт. Про завтрашний концерт. Завтра у нас будет концерт «Я вижу сердцем». Проект вообще называется, в общем, «Я вижу сердцем». Это для того, чтобы стереть грань между незрячими и здоровыми людьми. Мы делаем такие проекты, чтобы здоровый человек хотя бы на несколько секунд почувствовал себя на месте незрячего человека, да? И зрители должны понять, что счастье начинается с малого. Даже если у тебя есть какие-то проблемы со здоровьем, это все на самом деле не важно. Важно жить, важно просыпаться утром, важно, чтобы у тебя были любимые люди, важно, чтобы тебя любили. Вот это самое важное в нашей жизни, я считаю. Завтра наш концерт называется «Моя Якутия». Мы постараемся рассказать вам о своей родине, которую мы очень любим, по которой мы уже скучаем. И завтра для нас, конечно, мы уже почти неделю, дней 5 в Татарстане, и все уже соскучились по своим домам, по своей родине, и поэтому для нас также будет очень важно спеть свои якутские песни, услышать свой хамус. Хамус — это варган, национальный инструмент якутского народа. Я знаю, у татаров тоже есть, да? Татар кобас. Ага, попас. Кобас. Угу. И мы
наши варганисты, хамусисты, как бы владеют этим инструментом очень хорошо. И, казалось бы, из такого маленького металлического инструмента можно извлечь невероятные звуки. И все звуки, которые будут слышать зрители, звуки пения птиц, это все будет не в записи, а артисты сами будут воспроизводить пение птиц. Завтра у нас будет, как я уже сказала, хамус, национальное пение тоюк. Тоюк, вообще тоюк поют тоже на таких больших, перед началом больших событий. И вот этот концерт для нас, конечно, очень большое событие. И мы начнем концерт наш с тоюка, национального тоюка, который также благословляет людей. Мы считаем, что и звуки хамуса исцеляют человека, и тоюк также воздействует очень так умиротворяюще на человека. Мы считаем так. Ну и эстрадные песни, так как мы театр эстрады, мы привезли с собой эстрадные якутские песни, которые, я думаю, что будут интересно слышать нашим зрителям. Ну и во время концерта мы будем рассказывать ощущениями, о чем поется в песне. То есть, конечно, будет маленькое предисловие, о чем эта песня будет. Ну и во время песни будем тактильными ощущениями, вербальными ощущениями, обонянием. Зритель будет чувствовать, что происходит во время песни, о чем поется песня. Спасибо большое. Наталья Викторовна, слово вам. Вы, конечно, должны были рассказать как раз, что будет в концерте, но Мария Николаевна уже озвучила. Но, тем не менее, что еще казанские зрители услышат завтра в рамках этого типа концерта? Здравствуйте. Я повторюсь, конечно. Вот Мария Николаевна сказала, что у нас будет национальное пение «Таюк». Также будет звучать хамус. И там будут не только звуки пения птиц, это также и бег лошадей, табуна лошадей, это и капельки воды, это как бы и ветер, это там и животные, и волки будут выйти, все на свете. То есть мы, по сути, да, люди природы. Поэтому все, что связано с природой, да, это как бы вот оно, как сказать, можно сказать, вот наша сущность нашего народа получается, да. Мы очень тесно связаны с природой. Вот. Помимо того, что я сказала, у нас будут фольклорные песни, допустим, песни, которые связаны с нашим национальным праздником Исэх. Вот. Также в программе будут звучать, в тифлоконцерте будут звучать и эстрадные песни. Вот. Надо сказать, что для тифлоконцертов, да, для тифлоспектаклей не все голоса подходят, потому что должна быть эмоциональная разгрузка. Вот, поэтому Какие приветствуются более уютные, тембрально более теплые звучания, да. Да, не раздражающие, не такие вот крикливые, да. А скажите, вот вы сказали, что будут эстрадные якутские песни, это будут современные авторы или, так скажем, вот, ну, за последние сколько лет, условно говоря? Ну, это современные авторы, да, но современные авторы это не можете их означает... назвать? Назвать их. Нет, сейчас пока вот не вспомню, наверное, хорошо. да. Но современные авторы это не значит, что это прям вот такая вот современная песня. То есть у нас всегда песни, они все равно взаимосвязаны с фольклором. То есть они как бы... Народные. Да, народные, все равно народные. Близко. То есть это там... Микрофон. Все это близко к народному, потому что мы не собираемся завтра петь там рэп исполнять там или что-то. Ну да, Ну, вот таком, да. в каком-то новом жанре. Нет. Немножко надо понимать якутскую эстраду, которая отличается от российской эстрады. Чем?
Она своеобразная, очень. Ну, она сказать. национальная. У нас Да, тоже она татарская национальная, эстрада да. своеобразная. Ага. Да. И вот, и там, как сказать, все равно наш менталитет наш и наша природа, оно же сказывается. Вот вы сейчас мы на фестивалях находимся и смотрим, вот, допустим, Кыргызстан, Узбекистан, да, там, Чечня, да, абсолютно разные менталитеты, да. Вот если Кыргызстан выходит, там сразу от них вот степь, аул, да, вышли чеченцы, они там от них прям горы, вот это веет, да, а от кыргыза веет степью, Завтра на да, и так концерте далее. чем повеет? Да. Алас, да, поляна, да. Степью. Нет, Нет, это не круглая степь, поляна нет. посередине озера обязательно должно быть. Да, Это и степь, она называется же Алас. просто, да, а у нас густо населенная же природа, и птички, и прочее, там, Алас это совсем другое. То есть всем, И- кто не видел Якутию, Мгм. welcome на концерт, и вы явно все это прочувствуете. Да. Да. Но еще Якутия это еще и суровая зима. Это мы Вот. слышали. Чего нет в Киргизии, допустим, или И у там нас тоже и нет у вас такого. нету, да. Вот это, мы не поняли, как зиму передать. да. Да, как зиму передать, мы пока еще не поняли. Поэтому зиму мы с собой не привезли. Ну, лето, да. Лучше по лету, только Да. начало. Хочется, наверное, подчеркнуть, вот завтра у наших зрителей будет уникальная возможность прикоснуться к культуре Якутии, к ее природе, обычаям, ко всему этому, да, таким необычным способом. Это, надо понимать, это не мероприятие не для людей только, да, с проблемами зрения. У нас будет смешанная аудитория, и будет настоящая инклюзия, где зрячие, незрячие смогут все это одновременно ощутить. И ну, вот я в прошлом году побывала, влюбилась в этот край, край Аланаха, как так называемый, да. И я думаю, вот по соприкосновению наши зрители тоже унесут с собой такие яркие впечатления. Давайте мы передадим слово Можно я еще нашим... добавлю, простите, чуть-чуть добавлю? Хорошо. Да, давайте мы А сейчас я- Лейсан Фаизовне передадим слово. Дело в том, что театр имени Кореева первым в 2018 году стал в Татарстане театром, в котором есть тифлокомментирование. Лейсан, вот подскажи, пожалуйста, вообще вот этот опыт, был ли он перенят в республике на сегодняшний день, в каких театрах в Татарстане это активно используется, и все-таки как принимающая страна, так скажем, вот как это произошло, что именно на площадке театра Кореева состоится первый вот такой тифлоконцерт? Хәерле көн. Яңа формат, ниндидер эксперимент дигәндә без булабыз инде ул Кореев театры. Хәзер бөтен кеше күнегә башлады ахырсаңа. Шуңа күрә мин үзебездән дә сәламләү сүзе әйтәсем килә безнең кунакларга. Саха Республикасы, Якутия дибез инде бит хәзер Нәүрүз фестивале бара, без аны бик яратабыз. Без Камал театрының партнерлары буларак безнең площадкада 4 спектакль күрсәтелә. Шуның берсе Bu Nevruz kısalarında. Нәүрүз кысаларында ие. Хәзер бара без үзебез дә спектакль күрсәтәбез. Бүген булачак, иртәгә инде сәгать 11-дә менә Тифло концерт дигән яңа шундый яңа формат, яңа площадкада. Тифло комментирование дибез инде, Тифло концерт нәрсә дигән сүз ул Гөлүсә әйтеп киткәндер, аңламаган кешеләр юктыр бит. Ул күрми торган кешеләргә сүз белән аңлату. Нәрсә бара хәзер сәхнәдә, нәрсә күрәсез сез? Чөнки кеше ишетә, ул җырларны ишетә, кешеләрнең нәрсә әйткәнен бер-берсенә бит диалогларны, менә мизансценаларны, нинди төсләрдә, нәрсә, гомумән нәрсә бара хәзер сәхнәдә яки концерт площадкасында, аны Тифло комментатор аңлата. Менә шуңа күрә без үзебезгә чакырабыз Тифло концерт. Без беренче площадка гомумән 2018 елда беренче итеп безнең Кролик Эдвард дигән спектакль күрсәтелде. Хәзер дә бара ул Тифло комментирование белән спектакльләр һәм төрле театрларда, Әкият театрында да, Рус тузында да бит Гөлүсә. Бу турыда безнең театрларыбыз, Кореев театры чынлап та беренче
Безнең тәҗрибә Кикарев театрында булды, гомумән Россиядә бу милли телдә тифлокомментарий бирүнең бер үрнәге булып, шуннан күтәрелеп китте. Театрларыбыз күтәреп алдылар, хәзер актив катнашалар бу проектта. Бу проект иртәгеге концертка, тифлоконцертка катнашып дип әйтәсе килә, аерым проект. Шулай да бу быел безнең республикада 5 еллыгын без билгеләп үтәбез тифлокомментированиенең. Әкият театры, Галиәскәр Камал театры, Рус Тюзы һәм Әлмәт театрында быел беренче тапкыр быел Әлмәт театрыдагын кирип китте, спектакльләр бара. Гомумән 5 ел эчендә 35тән артык спектакль бу алым белән бирелә. Безнең күрмәүчеләребезнең мөмкинлекләре бар, жанр ягыннан дагы балалар өчен дә спектакльләребез бар. Гомумән мөмкинлекләр арта бара. Тифлоконцертка килгәндә инде без иртәгә яңадан ассызлыклап китәсе килә. Тифлокомментарий иртәгә булмаячак, ул бик әз күләмдә булачак. Менә күрә торган кешеләр бит инде ул без күз белән дөньяның картинасын күз алдыбызга китерәбез. Иртәгә безнең бу канал ябылачак һәм без үзебезнең башка өлчәләп әйтсәк, күрү каналы ябылганда кешенең компенсатор мөмкинлекләре ачыла. Без менә шу мөмкинлекләрне ачып, дөньяга ниндидер яңалык алачакбыз. Рәхмәт, Әйе, Ләйсән. менә шуны әйтмәкче идем. Хәзер бу инде тагын яңа формат. Комментарийларсыз без хис белән, әйбет, разными органами чувств будем воспринимать этот концерт. Я хочу слово приветствия сказать от нашего театра. Для нас это очень важно. Мы очень любим принимать у себя в гостях разные театры, тем более национальные театры. Мы только что вернулись из Иркутска с фестиваля «Байкальский талисман». Там познакомились с многими национальными театрами, в том числе с якутским ТЮЗом. Мы очень хотим дружить. Приезжайте к нам еще, и всех зрителей, конечно, зову завтра к нам на концерт, услышать, увидеть, почувствовать. Это невероятное событие. Лейсан, скажи, пожалуйста, как можно завтра попасть на концерт? Для этого, насколько я знаю, вход свободный. Регистрация, еще что-то нужна или все-таки нет? Регистрация не нужна, вход свободный. Вход свободный, да. Хорошо, спасибо. По-моему, был еще какой-то комментарий. Тогда, когда вспомнится, значит, еще дополним. Хурматлы коллегалар, уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, давайте перейдем к ним. Микрофон. Вообще мы различаем два вида тифломероприятий. Мероприятие с тифлокомментированием. Вот, как Гелюса знает, что такое тифлокомментирование. На самом деле тифлокомментатор должен обладать таким большим талантом литературным, мне кажется, потому что тифлокомментатор описывает все, что происходит, вплоть до мелочей, да, что происходит на сцене во время фильма. И наши концерты, тифлоспектакли, когда здесь не требуется тифлокомментирование. Даже если будет, то это будет минимальное тифлокомментирование. И все остальное мы чувствами показываем, да? Как я уже говорила, осязанием, обонянием, не слухом, да. Вербально. Спасибо большое за комментарий. Уважаемые коллеги, если есть вопросы, вы можете их задать нашим спикерам. Пожелание тогда. Видимо, Пожелание настолько всё, здоровым. Да, пожалуйста. Да? Пожелания здоровым, которые придут на наш тифлоконцерт. Не бойтесь посещать такие концерты. Для вас, знаете, что-то будет новое. Это будет больше всего как психологическая разгрузка. Да? Вы расслабитесь и будете просто только слушать. И насколько вы уловите сами своим слуховым аппаратом нас мелкие частицы, то, что вы услышите, потом услышите и пение наше, вы его через себя пропустите, и вы потом начнете плакать, и вы получите вот очищение, именно психологическое очищение будет, вот через наши звуки, через нашу вот природу, там, да, и вот именно, мне кажется, якутское пение, это то, если пропустить ее через себя, да, просто ваша душа очистится,
всякие плохие мысли, все уйдет, и придет что-то светлое, идеи к вам придут, музыка к вам придет после таких спектаклей. И вот когда я вот говорю, я сама побывала, я получила колоссальное потрясение и эмоциональное очищение, не ощущение даже, а очищение именно. Вот, и то, что здоровые люди, если вы через себя это все пропустите, вы мир увидите другими глазами, когда вы снимете эту повязку. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Также, безусловно, на данный концерт, мне кажется, должны прийти якуты, которые проживают на территории Республики Татарстан. Учитывая, что вы находитесь вдали от своей исторической родины, будет, наверное, намного приятнее посетить вот такой оригинальный концерт. И я напоминаю, завтра в 11:00 в Татарском государственном театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева стоит тифлоконцерт «Я вижу сердцем моей Якутии». Также вас, уважаемые коллеги, приглашаем посетить, почувствовать и понять, каково это. Организаторам желаем удачи и успехов. Еще добавлю. Да, добавляйте. Я бы еще хотела пригласить все культурное сообщество. Так вот, и основная цель этого мероприятия в том числе рассказать нашему культурному сообществу вот тот передовой опыт, который у нас есть. Мы вот, я как и сама представитель библиотеки слепых, и как организатор, все это мониторим, и хотелось бы, чтобы Татарстан вот это новое направление тоже подхватил. И у нас тоже развивалась настоящая инклюзивная и такая интересная культурная среда. Поэтому, коллеги, зрители уважаемые, и, ну и вообще всем, кто интересно, мы всех ждем. Тем более, насколько мы услышали, у Республики Саха-Якутия большой уже 5-летний опыт организации и проведения подобного рода мероприятий. Да, еще есть комментарий. Я, пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность библиотеке для слепых нашей республики, лично Евдокии Николаевне Герасимовой и, конечно же, огромная благодарность Гелюсе Закировой, благодаря которой у нас состоится завтра концерт, и, конечно же, театру ТЮЗу имени Кариева. Спасибо большое. Спасибо, дорогие зрители, мы вас завтра ждем. До встречи завтра. Всем хорошего, успешного дня. До свидания.